Меня зовут Ерхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. На прошлой неделе в Татарстане состоялось очередное заседание Государственного совета. Это заседание республиканского парламента важно тем, что на нем выступил депутат Рамиль Тухватуллин. Он попросил парламентариев обратить внимание на неординарное событие, которое произошло в середине февраля в Институте языкознания Российской академии наук. В частности, на заседании дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой политики сотрудник Федерального центра образовательного законодательства Дмитрий Бондаренко предложил варианты реформирования языковой политики в стране. Как мы поняли идею, которую предлагает Бондаренко и которая совершенно справедливо вызывает возмущение у депутата Рамиля Тухватуллина, в России хотят сделать один государственный язык – это русский, а все языки народов России, в том числе языки республик, назвать региональными или официальными языками. По мнению Бондаренко, наделение языков этносов, пусть даже крупных, например, нас, татар, конституционным статусом государственного языка не является необходимостью. Сам депутат Рамиль Тухватуллин считает, и мы с ним абсолютно согласны, озвучиваемое экспертом Бондаренко мнение – это очередная ловушка, в которую можно попасть, если нам, татарам, не отреагировать. Республика буквально недавно лишилась Конституционного суда. Все эти звенья одной цепочки. Если это предложение будет реализовано, то следующим шагом, что не исключено, поднимется вопрос о ликвидации самих республик. Считаю, что мы просто обязаны дать оценку данной инициативе. Чем раньше, тем лучше. Вы знаете, что нас сильнее всего возмутило предложение Бондаренко. Это мотивация, которую предлагает эксперт. В инициативе реформировать языковую политику России лежит проблема русского языка. Вот его цитата. Надо еще понимать, что русский язык тоже деградирует, его никто толком не изучает. Он перешел в плоскость информационного, как английский в международном праве, простых информационных сообщений и слов. Русский как язык перестает быть жизнеспособным. Он примитивизировался, а где-то вульгаризировался. Поэтому его тоже надо как-то поддерживать. Поэтому наше предложение назвать государственные языки республик другим словом, например, официальные, или, как высказываются ряд ученых, региональные. Еще раз, друзья, эксперт Бондаренко говорит о необходимости принять закон, потому что, видите ли, русский язык стал чересчур информационным, примитивным, вульгарным, насыщенным английскими словами. А при чем тут татарский, чувашский, башкирский и другие языки? Неужели в современном русском языке много татаризмов, чувашизмов? Проблема русского языка абсолютно никак не связана с тем, в каком сегодня состоянии пребывают языки народов России. Русский язык сегодня портится английским языком, а не татарским. Удивительный, конечно, бред. К слову, Бондаренко вступил в дискуссию с российскими языковедами и лингвистами, когда рассказал суть своих идей по реформированию языковой политики. И вы знаете, ученые его хорошенько отлупили. Мы обязательно разберем эту живую дискуссию, которая, к слову, длилась 3 часа. Ну, пока депутат Госсовета Рамиль Тухватуллин поднимает на широкую общественность имя эксперта Дмитрия Бондаренко, чем явно дает нам понять, кто может быть в будущем душителем родных языков России, другой депутат, но уже Казанской городской думы, Рустам Рамазанов, организовал конкурс «Үз телем». Дуслар, миллеттешлер, татарлар, кому не безразлична судьба нашего татарского языка, в описании будет ссылка на сайт конкурса. Его идея – это популяризация татарского языка. Общий призовой фонд – 1 миллион рублей. Можно предлагать самые смелые идеи и проекты, которые на пользу татарского языка. Можно использовать тренды ТикТока и Инстаграма или создать собственные какие-нибудь вирусные материалы.
Сейчас многие сталкиваются с тем, что традиционные формы изучения языка, курсы, учебники или немного устарели, или слишком сложны. В них много грамматики, мало языковой практики. Организаторы конкурса ждут от татар новых идей. Вот что о самом языке говорит Рустам Рамазанов. Мы специально не ставим никаких рамок. Не надо навязывать молодым людям, как учить язык. У них более живой и пытливый ум, и они сами придумывают простой и действенный метод изучения татарского. Если честно, я этот конкурс придумал для себя. Очень хочу свободно говорить на татарском, но, к сожалению, никак не получается. В общем, татарлар, обращаюсь к особо боевым. Готовимся противостоять таким, как Бондаренко. Творческие татары участвуем в конкурсе. Хотя, а кто нам мешает делать и то, и другое? На прошлой неделе татары в соцсетях открыли для себя неприятную новость. Татарстанский конгломерат компании «Таиф», оказывается, продали российской корпорации «Сибур». Тут же пошли рассуждения, что в Татарстане реализуется похожий сценарий, когда у башкир отжали Башнефть. В общем, эта новость потрясла татарский мир. Весьма эмоциональное отношение татарской аудитории к продаже Таифа моментально породило несколько мифов. Сейчас разберемся с ними. Но сначала несколько фактов о сделке. Вот что говорится в официальном пресс-релизе сделки. В рамках объединения на базе Сибур Холдинг будет создана компания, в которой действующие акционеры Таиф получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций Таиф может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Что такое Сибур? Это очень большая компания в России. Она, кстати, для табаляков строит сегодня современный аэропорт, вокруг наименования которого взбесились русские националисты и ермакофилы. Итак, выручка компании Сибур в 2020 году 523 миллиарда рублей. Основными владельцами компании являются Леонид Михельсон и лучший друг Путина Геннадий Тимченко. А теперь мифы. Первый миф. Таиф сдали без боя. Ну, это неправда. Московский олигархат уже давно присматривался к татарстанскому нефтехимическому активу. Отмечу, что в Таиф входят такие компании, как Нижнекамск нефтехим, Казань Оргсинтез, энергокомпания ТГК-16. Так вот, Газпром и Сбербанк уже предпринимали попытки заполучить контроль над Казань Оргсинтезом. В 2007 году Сибур объявил войну Казань Оргсинтезу, перекрыв татарстанскому предприятию доступ к сырью. Конфликт был урегулирован лично Минтимером Шаймиевым. Но проблема доступности сырья для Казань Оргсинтеза осталась. И, как мы видим, за 14 лет не особо-то и была решена. Второй миф. Татарстан только ослабеет. Да как сказать? Татарстан, между прочим, кое-что прикупил у Сибура. Татнефть, где председателем Совета директоров является президент Татарстана Рустам Минниханов, в 2019 году купила у Сибура тольяттинские активы для развития своего шинного комплекса. Так что конкретно Татнефть у нас в республике только усиливается. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал продажу Таифа, хотя официально и публично это называется как слияние Сибура и Таифа. Это слияние даст очень серьезный эффект. Я уверен, что объемы на предприятиях Нижнекамск нефтехима, Казань Оргсинтеза должны вырасти в 2 раза. Это значит рабочие места, доходы в бюджет. Мы считаем, что для Республики Татарстан нефтехимия – это точка роста, и будем поддерживать подобные проекты. Один из собственников Таифа, Альберт Шигабуддинов, пообещал, что к 2030 году бюджет Татарстана должен будет получить 50 миллиардов рублей в год. Третий миф. Таиф – это прибыльная организация. Если взглянуть на некоторые цифры, то получается, что очень хитрые татары-владельцы Таифа очень удачно продали предприятие, пристроили его, которое в последнее время терпело серьезные убытки.
Итак, накануне сделки стоимость группы компаний «Таиф» оценивалась в 7,2 миллиарда долларов, «Сибур» – 20 миллиардов долларов. По итогам 2020 года, например, компания «Таиф НК» получила убыток в 25 миллиардов рублей. У компании «Нижнекамск нефтехим» в 2020 году по сравнению с 2019 годом прибыль сократилась более чем в 5 раз, стала 4,4 миллиарда рублей, хотя раньше была 23,7 миллиардов рублей. Казань Оргсинтез в 2019 году заработала 11,6 миллиардов рублей, хотя в 2020 году это уже 8,6 миллиардов рублей, а прибыль в 2018 году и вовсе достигала 20 миллиардов рублей. Четвертый миф. Таиф татарский. У нас, у татар, есть стойкое понимание о татарской буржуазии. Мы, татары, более-менее хорошо знаем свою историю и то, что из себя представляли татары в 19-м, в начале 20 века. Да, татары как нация в Российской империи получились благодаря очень богатым, сверхбогатым татарам-купцам и татарам-фабрикантам. На их деньги строились медресе, издавались газеты, журналы, содержались татарские театры. В общем, меценатствовала наша татарская дореволюционная буржуазия по полной, за что ей респект на тысячелетия вперед. Но владельцы Таифа на самом деле никакая не татарская новейшая национальная буржуазия. Таиф – это не собственность жителей Татарстана и уж тем более всех татар России. Таиф – это собственность шустрых миллиардеров с татарскими фамилиями и не более того. Владельцы Таифа такие же татары, как, например, Ирина Шейк, Тимати или Сергей Жуков из «Руки вверх». Ну, вы поняли. Владельцы Таифа – ребята космополитичные. В тюбетейках их еще никто толком и не видел. Все они на самом деле представляют собой офшорную аристократию. В общем, Таиф от владельцев с татарскими именами перешел к владельцам с русской и еврейской фамилиями. Да, обратите внимание, что компания «Таиф» была условно татарстанской на протяжении последних 30 лет. Отцы-основатели, приватизаторы советских татарстанских предприятий уже давно передали свою таифовскую империю сыновьям-наследникам. Увы, но, как правило, на детях миллиардеров природа отдыхает. Так что в слове «таиф» татарского только на первую букву «Т» хватило. А в слове, например, «Татнефть» татарского больше ровно на 2 буквы. В один из самых татарских районов Башкортостана, а именно в Кушнаренковский район, приехала съемочная группа татарстанской телекомпании ТНВ. Как нам рассказывают местные жители, приезд татарстанских журналистов они ждали давно и готовились к этому. Почему? Да все просто. Местные жители хотят продвигать свой район, свои местные достопримечательности, сделать район этакой туристической Меккой для татарского мира. Видимо, слава музея в честь татарского поэта Фатиха Карима в бишбулякском селе Аитово им не дает покоя. А в общем, журналисты в район приехали, стали общаться с местными жителями, снимать и фотографировать все кушнаренковские прелести. Но, увы, из администрации Кушнаренковского района пришел приказ контакты с татарстанским телевидением ограничить. А вот кушнаренковский татарин Ирик Бакиров сообщает, что съемочная группа из Татарстана должна была встретиться с татарским творческим коллективом Народного театра села Кушнаренково и посетить районный историко-краеведческий музей. Но лично заместитель главы Кушнаренковского района Фаиль Рамазанов запретил кушнаренковцам общаться с татарстанскими журналистами. И знаете почему? Да, пандемия, коронавирус. Кушнаренковские татары нам прислали даже фрагмент документа, на который ссылается Фаиль Рамазанов в своих ограничительных действиях. Этот фрагмент Фаиль Рамазанов разослал по всем кушнаренковским WhatsApp-чатам, чтобы у местных татар, видимо, не было лишних вопросов. Читаем. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции должны соблюдать граждане, прибывшие в Башкортостан из иностранных государств,
любым видом транспорта, в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Итак, вопросы у кушнаренковских татар есть. И давно татарстанские журналисты стали представителями иностранного государства. Это что еще за произвол, беспредел местных властей? Фаиль Рамазанов, а ничего, что вы и я лично в одном государстве находимся, которое Россия называется. Вы ничего не путаете? Кстати говоря, несколькими днями ранее журналисты из Москвы, из Первого канала в лице ведущего программы «Новость дня» Антона Владимировича Верницкого сняли репортаж о школе Коминтерна, который находился в Кушнаренковском районе с 41 по 43 года. Побывав в музее, делегация поехала к самому зданию знаменитой школы разведчиков. То есть татары-журналисты из Татарстана для Фаиля Рамазанова, который чиновник в татарском районе Башкортостана, из иностранного государства, а вот журналисты из Москвы в доску свои, да это самое настоящее свинство. Кушнаренковским татарам уважение лично от меня за то, что вы высказываетесь в соцсетях и нас информируете. Думаю, другие татары-журналисты Татарстана тоже присоединятся и скажут вам спасибо.